Отец отвозил в школу, и я помню, я даже от третьего лица могу примерно сейчас себе представить, каким я сидел, когда мы сидели в машине и прогревали ее. И я всегда думал, а почему я не могу пока дома посидеть, там чай попить, пока папа машину прогревает, а я потом бы вышел, а он бы уже подъехал, мы вместе поехали, да? Надо идти с ним и сидеть 20 минут в машине. Сейчас эта проблема решена, есть автозапуск, автопрогрев. У меня не будет, я специально буду ехать прогревать, чтобы прохавать жить с самого низа. Самое классное 1 сентября на моей памяти было это 1 сентября 2 класса. Когда первый раз я пошел во 2 класс. Когда у нас уже банда была, и там новенькие пришли во 2 класс. Кто такие? А это классно было, да. А у тебя в заочке там что 1 сентября? Здравствуйте, дядя моего друга. Здравствуйте. О, бабушка. Да, именно так. Потому что ты заходишь, сидят, ой, ну а вдруг они увидят. 1 сентября у заочников. Это как, знаешь, это 11-классник с первоклассниками сидит. Не против, да? Не против? Здоровенько. Вот ты с моим сыном гуляешь. Сел такой. Деколоном попрыскался огуречным. Посидел. Потом ребята все вышли на автобус, сели. Ты чё, подвезти тебя? Ты же в моем районе живешь, с сынишкой своим гуляешь. Давай! У меня переход от детского садика к школе был очень такой плавный, потому что 1 класс мой был в частной школе. Это была школа для занятых родителей, куда тебя привозили утром и забирали тебя оттуда вечером. Это школа без домашнего задания, а с хозяйством. То есть это частный дом, где кролики, там... В общем, ты не училась и кроликов гладила? Нет, на самом деле ты до обеда учишься, у тебя там завтрак, обед, полдник, грубо говоря, и все свое. Ты питаешься, грубо говоря, тем, что вот дают тебе твое хозяйство. Мы за ними ухаживали. Мы гладили кроликов, мы их ели.